Здравствуйте! Я расскажу вам о башкирском романе, о путях развития башкирского романа. Истоки башкирского романа, конечно же, уходят в клуб веков, к фольклору, к восточным традициям, но появление первого башкирского романа считается написание романа «Война на Хайри». Бурулуш, в переводе на русский язык это «Поворот». Этот роман был написан в 20-х годах, но, к сожалению, был опубликован в 1967 году. От таких романов историко-революционного характера и до современного башкирского романа, конечно же, башкирская проза прошла очень длительный путь. История башкирской романистики, свои имена вписали такие башкирские писатели, как Дауд Юлты, Имай Насри, Хади Давлетшина, Зейнаб Биишева, Янабай Хамматов, Гали Ибрагимов, Денис Буляков и другие, конечно же. Что касается современного башкирского романа, мы должны, конечно же, говорить о романе постсоветского периода. Этим Башкортостана, с новым Башкортостаном в 90-х годах, начал возникать интерес к истории башкирского народа, стал увлечением находить новые исторические данные. И, конечно же, это вдохнуло дальнейшие силы и историческому роману. Здесь, конечно же, мы должны сказать об именах того же Янабая Хамматова, который именно в 90-е годы пишет романы «Караяу», «Черное войско», «Амударья», романы Хисамова, например, его роман «Ахурамазда». Отдельное направление – это роман историко-документального характера, это Вайса Батыргариевич Хусаинов, его роман «Кровавый 55-й», и Роберт Нурмухаевич Баимов, его роман «Кречет мятежный». Эти романы стоят особняком, и они повествуют, первый роман о повстанческом движении Батырши Алиева в середине 18 столетия. И, конечно же, второй роман – это о судьбе Заки Валиди. Начали появляться масштабные такие эпические произведения именно социально-бытового характера. Я хочу начать с романа Нугмана Мусина «Последняя борьба». Оно написано в начале 90-х годов. Его же диалоги «Вечный лес», да, те же проблемы поднимаются, то есть защита леса и переплетение природной темы с судьбами людей. Не последняя борьба, Хунгосулок, творение населения башкирской деревни, ее энергия, ее сила. И как раз когда приезжает из города вырубать это дерево, то только некоторые, конечно же, люди понимают, что с вырубкой этого дерева, Хунгосулок, да, последняя борьба, пресечется вообще целая история этой деревни. К сожалению, таких людей очень мало, среди них старик Карамыш, его зовут хозяином этого дерева, конечно же. И его внук Расул. Да, Расул. Остальные увлечены своими потребностями, своей жизнью, углублены в своей жизни. И, конечно же, царит безработица. Закон 90-х годов диктует свои условия, это и показывает писатель. Конечно же, в конце романа так разворачивается большая драма, и главный герой Расул погибает, да, нечаянно, случайно, никогда выходит защищать, да, один это дерево.
Следующий роман – это известный, нашумевший роман «Буренушка» Таңсулпан Гариповой. Опубликован он был в 2006 году. Этот роман почти сразу же перевели на русский язык, потому что был популярным. В чем заключается его популярность? Это, конечно же, новый взгляд на образ женщины. Да? Следующий роман, тоже нашумевший, роман «Новый башкир» Яңа башкорт Флюра Галимова. Роман вызвал очень много дискуссий. В свое время круглые столы, симпозиумы проводились. На страницах газет, журналов вылилась эта дискуссия. Не прав ли автор, выбрав такой образ, да, не башкира, потому что это сразу ассоциация с образом нового русского, да, как в анекдоте. Но здесь писатель создает такой идеальный образ башкирского бизнесмена, который думает о наплыве новых денег, да, о зарабатывании новых денег, ставит цель, да, заработать первые 100 тысяч, заработать первый миллион рублей и затем заработать первый миллион долларов. Но он честен, он за справедливость всегда, да. Для партнерства ищет именно только таких людей, потому что здесь как раз мы видим такие понятия, как кидалово, как олигархия, как бюрократия, как чиновник, то есть с разными слоями населения работает не главный герой, находит именно себе близких по духу людей, с ними работает и, конечно же, зарабатывает. И писатель делится этими проблемами, да, мелкого бизнеса в России, как он возникал, в каких условиях. Все это, конечно же, очень красочно описано в данном романе. Следующий роман, о котором я вам расскажу, это роман Рената Камала «Дело мединститута». Был издан в 2015 году. В этом романе говорится о башкирской интеллигенции, о чиновничестве, да, о представителях чиновничества, о преподавателях вуза, конкретного вуза, да, здесь идет речь о мединституте. Линия сюжета основана на реальных событиях, произошедших в 60-х, 70-х годах, в 70-х годах получается. События начинают разворачиваться в романе с одного инцидента. И не этот инцидент, который возник между городскими студентами и башкирскими и деревенскими студентами, начинает разгораться эта борьба. Не борьба очень такая жесткая, да, подковерная, кулуарная. Эти романы являются читаемыми. Они не залеживаются на полках и библиотек, и книжных магазинов. И, конечно же, читатели не очень горячо воспринимают такого характера романы, о которых я вам рассказал. Спасибо за внимание.